Привет, пацаны! Это Осакский залив. Вон там конца аэропорт. Видите, да? Мост. Я хочу спуститься с хайвея. И там есть чертово колесо и пляж. Там посмотреть. Вот это самое высокое здание было, Ринку. Сейчас Абена Харикус еще выше. Так, мне надо съезжать. Едем дальше, а там уже расскажу, что, как здесь. Видите? Из Мысана Минамей называется. Ладно, едем дальше. Вот он ваш здание, видно, да? Я за рулем. Проехали. Ладно, как-нибудь. Ну, сейчас я вам чертово колесо покажу. Вот это. Короче, я приехал на пляж. Здесь, оказывается, стоянка в час. $20. Тут фотосессия идет. $2. Тут, смотрите, фотосессия идет. Ой, там фотосессия, жених и невеста, смотрите. Прям посадили на стульчики, цветы. Сзади этот корабль возвращается рыболов. Тут рядом тоже, смотрите, фотосессия идет. Тоже жених и невеста. А сзади там в конце аэропорт. На искусственном острове. И этот мост, чтобы туда доехать. Сейчас. Вот мост. А за мостом туда Коби будет. Ну что, пацаны, едем дальше в сторону Вакаяма. Берег мы посмотрели, на невесту с женихом посмотрели. Вот тут такой интересный мост. Вот с правой стороны. Наверное, здесь красиво будет закат смотреть, да, на мосту? Смотрите. Вот там самолет садится. В конце аэропорта. Вам, наверное, не видно, да? Вон он на посадке идет большой Боинг. Ну, как красота, а? И после тайфуна свежий воздух, морской солью прям аж веет вовсю. Ох, энергией заряжаемся. Смотрите, красота какая. Полицейская академия, между прочим, с левой стороны. Едем дальше. Это, оказывается, полицейская академия есть. Так, светофор. Все, едем дальше, ребят. Чуть-чуть отъехал от аутрета. На берегу этот ветер. Наверное, остатки тайфуна. Это вот мост в конце аэропорта. Здесь вот пляж есть, можно искупаться, но что-то волны, блин. Меня что-то не тянет сегодня. Так, конца аэропорт. Когда я ехал на машине, там самолеты через каждые 5 минут садились. Сейчас посмотрим. А вон идет. Он идет на посадку. Сейчас постараюсь. Так, где он? А я потерялся. Где он? А он далеко, он еще лететь и лететь будет. Ладно. Вот дорога, тут, короче, все парковки, в основном все платные. Это нижняя дорога идет в сторону Вакаяма. Я вот машину поставил, вон там, перед перекрестком за 50 метров.
он пошел на посадку. Это так я 3 года назад прилетал с Узбекистана в Сеул, Корею. Из Кореи я сюда в Кансай прилетал на Азиану. По-моему, это и есть Азиана. Вот он, видите, над лампочками. Ну, там дорожка эта лазерная. Вот он пошел на посадку. Ну, как-нибудь время будет. Постараюсь в следующем году аэропорт показать. Все, он сел. Ну, едем дальше. Ну что, пацаны, едем дальше в сторону Вакаяма. Берег мы посмотрели, на невесту с женихом посмотрели. Вот тут такой интересный мост. Вот с правой стороны. Наверное, здесь красиво будет закат смотреть, да, на мосту? Смотрите. Вот там самолет садится. Кансай аэропорт. Вам, наверное, не видно, да? Вон он на посадке идет большой Боинг. Ну, как красота, а? И после тайфуна свежий воздух, морской солью прям аж веет вовсю. Ох, энергией заряжаемся. Смотрите, красота какая. Полицейская академия, между прочим, с левой стороны. Едем дальше. Это, оказывается, полицейская академия есть. Так, светофор. Все, едем дальше, ребят. Чуть-чуть отъехал от аутлета. На берегу этот ветер. Наверное, остатки тайфуна. Это вот мост Кансай аэропорт. Здесь вот пляж есть, можно искупаться, но что-то волны, блин. Меня что-то не тянет сегодня. Так, Кансай аэропорт. Когда я ехал на машине, там самолеты через каждые 5 минут садились. Сейчас посмотрим. А вон идет. Он идет на посадку. Сейчас постараюсь. Так, где он? А я потерялся. Где он? А он далеко, он еще лететь и лететь будет. Ладно. Вот дорога, тут, короче, все парковки, в основном все платные. Это нижняя дорога идет в сторону Вакаяма. Я вот машину поставил, вон там, перед перекрестком за 50 метров. Вот он пошел на посадку. Это так я 3 года назад прилетал с Узбекистана в Сеул, Корею. Из Кореи я сюда в Кансай прилетал на Азиану. По-моему, это и есть Азиана. Вот он, видите, над лампочками. Ну, там дорожка эта лазерная. Вот он пошел на посадку. Ну, как-нибудь время будет. Постараюсь в следующем году аэропорт показать. Все, он сел. Ну, едем дальше. Пацаны, я продолжаю свое путешествие. Здесь вот баня общественная, ну, онсен. Луна вышла, я думал, там вон гостиница. И здесь съезд прям на речку. Вот там съезжаешь на речку. Так, сейчас резкость потерял. Машина заехала. И тут вот машина. Сейчас тоже резкости нету. Там вон поезд бежит на той стороне дороги. Слышим, да? Таран-татан, таран-татан, вот там. Вот. И я поставил машину здесь. Сейчас я вам фонарь включу, чтобы... Вот он. Сейчас я вам машину покажу. Здесь, короче, здесь съезд, вот эта дорога, это на ту сторону, на противоположную. Это машину поставил. Видно, да? Эй, пацаны! Короче, я кайфую, лежу, телевизор смотрю, у меня окошко открыто, на звезды смотрю, там как раз Кассиопея видно. Это специальное приложение есть. И я
я смотрю на Кассиопею. Сейчас этот идет программа про этого артиста Дегала. Это моя кровать, смотрите. Я сиденье растянул, уложил, матрас постелил и покрывало. Вот такой кайф. Просторно, смотрите, сколько места здесь у меня. Двери заблокировал, окошки чуть открыл, сквозной ветер, вообще кондиционера не надо. Вот так вот, ребят, я путешествую. Я еду по берегу Тихого океана, этого Осакского залива. Сейчас я остановился в мандариновом городе Арита. Давайте, всем пока. Вот. Как раз я позвонил с раритетного телефона. Всем пока. Спокойной ночи. Ну вот, ребята, я устроился на ночлег. Открыл окошки, расправил сиденье. Вот лежу, кайфую. У меня тут еще, смотрите, сколько места свободного от рука, вот так вот. Кайф, короче. На ночлег я остановился прямо на берегу реки в мандариновом городе Арита. Здесь специальный парк, парковки есть бесплатные. Смотрим телевизор. Всем пока. Доброе утро, друзья. Так, ночь мы переспали, комаров не было, всю ночь дул ветер, окошки были открыты, выспались отлично, без 5-6. Я хочу вам показать горы, где растут мандарины. Вот эти, видите, да? Это верхняя дорога, там стоят как типа гаража, типа, наверное, этих складов, а вот эти вот долины гор усеяны мандаринами полностью. Это все мандарины, представляете? Здесь сколько ехал, там ветряные мельницы, в смысле электроэнергии вырабатывают. Вот все горы полностью, вот Арита, это мандарины. По-японски это будет Арита Никан. Вот так вот, ребята, как это все полезно здесь используется. Это река вот. Это моя машина. Едем дальше. Так, остановились. Тут интересно, пальмы везде растут. Вот, пожалуйста, залив, Тихий океан. Тут ступенька есть, оказывается. Пойдем спустимся. Без 5-7, за час я приехал через перевалы, через горы. Такой спуск. Наверное, кроме меня здесь никто не спускается. Вот, пожалуйста, смотрите. Так, а вот тут уже не спустишься, ребята. Да, да. Там типа лестница есть, наверное. Такие скалы. Там же рыбак, он вышел со своей лодочкой на охоту. Там большие корабли контейнерные стоят. А это, получается, атомная электростанция. 3 штуки стоят здесь. И от них провода пошли вверх в сторону Вакаяны.
А, вон там можно спуститься. Да, вон там можно спуститься. Я что-то смотрю, берег каменистый, лучше не будем здесь купаться. Поедем дальше. Потом это интернет посмотрю карту, как называется вообще. Ну, это город Гобо. Ничего, ребят. 7 часов. У меня завтрак. Чай. Это сладковатый, поэтому Ахмад чай вам, видите, как заварил. Сейчас я вам хочу показать на карте, где я нахожусь. Так. Видно, да? Значит, Кобе, Осака, Нара здесь внизу. И вот Вакаяма. Город. Я еду от Ширахама. Еду. Это берег, по берегу Тихого океана я приехал сюда. Это вон там, видите, атомная электростанция, как раз я утром снимал. Там вон пароходы, контейнеры возы идут на этот Осака порт. Сейчас я чай выпью. Чай допью. И по этой лестнице, вот он, дорожка, спущусь туда. Вот по этой лестнице спущусь туда. Там волны, наверное, медузы это будут кусать. Я думаю, вон там вот пляж. Туда пройду и вот там вот искупаюсь. И там я продолжу свой репортаж. Таджири Кайган. Кайган написано, видите? Здесь, оказывается, закат вот так красиво смотрится, когда солнце заходит. Здесь стоянка специальная. И вот надо туда вот, там дорожка пешеходная. И вот туда надо перейти, и будет все видно, представляете? Значит, пешеходный переход перешел. И тут, пожалуйста, спуск к океану. Это во время СССР, ну, этот Шоу-Аджидай. Это типа нашего 80-е, 90-е годы. Здесь процветало, здесь, понимаете, все. Здесь люди отдыхали, приезжали, купались. Вот видите, даже из ресторанчика лестница прям. И тут я заметил, все ржавое, ржавеет, потому что океанский воздух, он соленый. И все тут ржавеет. Вот, пожалуйста, вот спуск. Песок есть. Недавно был 11-й тайфун. Чувствуется, что он аж до суда, потому что там есть знаки 3 метра, 4 метра над уровнем океана. И смотрите, какие здесь камни. Как бы специально вырезанные. Это пласты, да, получается? Такие пласты. И тут вот это бегает. Вот их, я не знаю, как он называется, но именно чебачков хорошо ловить. Я на Иссыкуле вот камни поднимаешь, и они под камнями прячутся. Вот на Иссыкуле это типа, как их тут много, смотрите. Как тараканы. Смотрите. Прячется прям. Ой. Надо следить с удочкой. Ну. И вот, пожалуйста. По идее, здесь должен быть пляж, да? Тут, наверное, не глубоко. А камни скользкие. Вот, пожалуйста, Тихий океан. И там написано, пожалуйста, говорит, вот этот, не собирайте ракушку, да? Вот, пожалуйста. Чуть-чуть что-то дождик накрапывает. Наверное,
остатки тайфуна, а там вон волны, смотрите, какие. Я там нашел дом топчан, сел, чай попил. Ну, купаться я буду все-таки на Ширахама пляж. Поедем туда, давайте. Ну что, ребята, я чай попил и как раз как чувствовал, дождик начался. Здесь у нас железная дорога идет. Вот, едем мы пляж Ширахама и Тихий океан. Сейчас я вам покажу. Вот окошко открою. Там Тихий океан. Вот, пожалуйста. Из-за дождя он же невидимый стал. Ну ничего, сейчас доедем. Вот такая красота, смотрите. Вот вам Тихий океан. Железная дорога. Ну типа, короче, это бом еду я. Только зеленый бом, смотрите. Красота, фантастика. Это называется путешествие. Едем дальше. Пока. Здесь пальмы везде. Это дамбы, за дамбой океан. Наверное, противоволновые дамбы. И пальмы, как Йокохама. Интересные камеры везде стоят. Дождик чуть-чуть прекращается, и на лестницах эти ананасы нарисованные. Ну, ананасов что-то не видно. Ну, наверное, зимой будет ананас. Вот здесь, видите, лодка, вход сюда на пляж. Ладно, едем дальше. Я остановился. Юкай курорт называется. Резорт, это курортная зона. И тут вот, пожалуйста, тут уже рыбаки. Вот у него лодочка. И сейчас он поедет, наверное, рыбачит. Вон тоже сейчас большие судна тоже едут. Вроде он приехал уже. А он приехал. Вот так вот. Охайо гозаимасу. Има кара сри икуの? А、もう帰ってきた。ああ、もう朝早い？あ、6時頃？ああ、6時。何か釣った？А, аригато. А, он приехал, оказывается, он сейчас убирает этот. Вот, пожалуйста, сейчас пойдем в большие рыбные лодки. Пожалуйста, вот эта медуза называется, видите, плавает. Вот они и кусают, когда купаешься. Рыболовные судна. Это надо причал, надо за аркан подтянуть, да? Лодку подтянуть и залезть, да? Ну я шучу так. Не, вот специальная маленькая лодка. Надо на нее сесть и туда забраться. Но чувствуется океан, потому что ржавчина везде. Вот, пожалуйста, видите? Вот. Они там он припарковывается, сдают рыбу туда. И здесь паркуется он, пожалуйста, сети у него. Это мару-мару, блин, это надо читать. Вот. И воздух такой морской, соленый, вот чувствуется прям. Вот. Наверное, у кого астма или еще отдышка, вот прям рекомендую. И это я начал потеть, потому что дождик закончился. Дождик закончился, и влажность начала прям давить. Ладно, едем дальше. Ребята, я остановился. Хочу вам показать здесь рыбный базар. Торе Виллиджи. Здесь, смотрите, тунец. Там вот такой красивый базар. Он красивый тем, что забор так ярко, красочно все оформлено. Смотрите, тунец прыгает, рыбы танцуют там. И залив. Там от корабля я сейчас, наверное, не смогу пройти. Это надо
Это надо на ту сторону переходить. Сейчас я вам покажу отсюда. Вот там, вон, видите, залив. Интересно, здесь с правой стороны рыбный базар. Так, сейчас заедем, посмотрим. Смотрите, какой красивый забор. Так, где тут заезд? А, вот здесь вот заезд. На светофоре. Тут стоянка такая большая. О, Торе-Торе. Смотрите, и там онсен у них есть. О, вообще обалдеть. Ну давай, братишка. Ну-ка заедем. Торе-Торе Ичиба. Это значит базар. Ребят, вперед заходим. Торе-Торе Ичиба. Так, с левой стороны ресторанчики, кафешки, мороженые, софтокремы. Здесь ресторан, барбекю. Так, автомат стоит денежный. Так, заходим. Так, руки обрабатываем. Ух ты, уже и музыка начала играть, представляете? Ой, как тут красиво. Тут панда, игрушки, смотрите, мягкие. Тунец. И всего лишь $50 стоит. Тут что? Тут же родина Микана, значит, мандарина. Поэтому, смотрите, соки продают, джемы, вино. Ты смотри. 9 часов. Вот, пожалуйста, рыбный рынок. Там аквариум. А здесь это съедобные рыбы, между прочим. Так, написано: соблюдайте дистанцию, руки мойте. Вот, пожалуйста, вот такие рыбы плавают здесь. И вот смотрите, и здесь тунец разделывает прям. Так, ну-ка, что-то не. Так, здесь рыбы плавают. Заходить, говорит, нельзя. И всего лишь он стоит $7 стоит, 700 йен. Вот они здесь плавают. Берете эту рыбу, несете туда, они там разделывают, здесь разделывают, и, короче, идете в ресторан, и там, а здесь вот, пожалуйста, ракушки, это что? По $10. 3 штуки, одна 350. Вот ваши знаменитые эти, как его? Это по-японски какки. Один 350 йен, это почти $4. Робуста, блин, по $20. Ну, короче, тут изобилие, ребята. Тут уже нарезанные, готовые, пожалуйста. Тут с собой можете. Здесь можно, оказывается, садиться и, пожалуйста, все готовое. Жареное, пареное, барбекю. Здесь и можно кушать. Тут меню, вон, пожалуйста. Так, напитки по $1 100 йен. И вот, пожалуйста, все начинается от $10. Вот 400, 900. А удон это обычные, столовые. Подарочные. Вот коробка внутри, вот, пожалуйста. Что есть? Печеньки, шоколады, печеньки. Вот все в коробках. Муляжи вот есть, поэтому, чтобы не ошибиться, пожалуйста, вот такие муляжи. Смотрите, как вот. Вакаяма.
кучи-кучи. Микан, блин, мандарины, печеньки. О, тут такой выбор. Красота. И мандариновые соки. А это зелень. Зелень или как? Ты смотри. Красота. Да, вот когда я ехал, Арита, вот, все из миканами. Это уже другой отдел. Тут Вакаяма знаменита соленый умибоши, слива. Соленая слива, она знаменита. Это родина сливы. Соленая слива. Пожалуйста, видите, засоленное все вот так продается. Тут редька засоленная, соусы разные. Тут другой отдел. Вот я вам про этот говорю. Видите, вон, соленая слива. Он мне больше по-японски. Саке, вино. Тут орешки, панда. А вот слива. Вот. Вот она, как типа нашего абрикоса. Растет такой красивый вид, а когда ее надкусишь, она прям горькая, как лимон, а из нее вот такой вот сливы делают соленые. С рисом он хорошо идет, когда голова кружится или тошнит, что-то курут, вот типа нашего курута, видите? Вот он. Есть маленькие такие вот, большие. Вот он, родина сливы. Жалко. Вот. Вот он, видите? Вот он, слива. Но еще сверху золотом посыпали. Ну все, ребят, едем дальше. Тут, короче, ребята, с дороги стали получше, конечно. Дождик прекратился. Мы проехали спуск с хайвея. Там есть, оказывается, хайвей бесплатный и хайвей платный. Ну, потом это на обратном пути я вам покажу. Едем дальше. Осталось до Сирахамы 13 километров.